Приветствую всех на канале Магия Песка. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас, мои дорогие зрители, я сделаю отсыпочку на песке на такую тему, о чем вам очень важно узнать до пятницы. И если тема вам интересна, вы хотите знать, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя. Прежде чем я начну, всех вас, мои дорогие, любимые зрители, хочу сердечно поблагодарить за то, что выбираете быть со мной и за ту невероятную и теплую поддержку, которую вы мне даете. Земной вам поклон. Итак, мои хорошие, давайте же посмотрим, о чем вам нужно узнать, обязательно узнать до пятницы. И я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну смотрите, вот здесь мужчина и женщина. Мужчина и женщина вместе под руку идут. Мужчина впереди, женщина позади. У кого-то это может быть знак того, что вы восстановите свои отношения, да, отношения наладятся, вы опять будете вместе. Обязательно помиритесь, и все будет лучше, чем прежде. Мужчина прислушается к женщине, либо начнет себя наконец-таки вести так, как женщина того хочет, либо заслуживает. Да, вот ее желание, чтобы мужчина шел впереди, а она следовала за ним, полностью исполнится. Также для кого-то это знак свидания, что будет у вас свидание, мои хорошие. Свидание, где мужчина себя по-настоящему раскроет, по-настоящему проявит свою мужественность, свою порядочность, свое теплое, нежное отношение к женщине. Так что женщина прям растает и скажет: о да, я о таком мужчине всю жизнь мечтала. Очень хороший знак. Вот мне идет, что у женщины, видите, в ручке ножичек был. Возможно, вы были обижены на этого мужчину, возможно, ругали в сторону этого мужчины, либо не доверяли этому мужчине. Да, вы ножичек свой выбросите, да, полностью ему доверитесь и с ним пойдете. Пойдете в новое, счастливое, светлое будущее. Также, мои хорошие, если есть ситуация треугольника, то есть там, где один мужчина и две женщины, то мужчина выбирает вас, и мужчина выбирает с вами. Та другая женщина для него никакого значения не имеет. Да? Он ее оставляет, либо оставит ради вас. Это так, чтобы тоже вы для себя понимали. Дальше показан момент волнения и переживания. Явно будете волноваться, явно будете переживать, но ваши переживания, они пустые. Может быть информация, может быть за близких будете переживать, может за себя будете переживать. Вот как напряжение мне идет, сильнейшее напряжение, которое на вас влияет. Но на самом деле переживания пустые. Да? Вот плохое мимо пройдет, либо обойдет, либо плохое не исполнится. Поэтому берегите свою нервную систему, научитесь себя отвлекать, либо научитесь медитировать, чтобы дурные мысли не рушили вам психику, да, чтобы не влияли на ваше эмоциональное состояние. Вот здесь две пары очков. Смотрите, вот одни очки светлые, а вторые очки темные. С правой стороны. Оденьте очки, пользуйтесь очками. А темные очки, я так понимаю, солнцезащитные очки. Светлые — это очки для зрения. Будьте повнимательней, и, возможно, это необходимо. Необходимо вам и необходимо вашему здоровью. Вашим глазам, например, необходимо в солнечную погоду, да и в принципе даже когда тучки, все равно солнце, видите, солнечные лучи пробиваются, не пренебрегайте, носите солнцезащитные очки. И также очки для зрения. Если у вас есть с этим проблемы, обязательно носите, надевайте. Также очками могут показать ситуацию, где вам нужно быть максимально внимательными. Да, если очки для зрения показаны, то нужно внимательнее смотреть, присматриваться, изучать, не проходить мимо. А там, где солнцезащитные очки, наоборот, нужно делать вид, что вы не замечаете. Да, вот как-то так. Меняйте эти очки по мере необходимости. У вас должны быть и те, и те, и другие вы должны применять. И это важно, потому что на правой стороне вышло.
Вот здесь показан букет, но от этого букета очень плохо пахнет. И вам этот букет кто-то прям презентует. Может быть, в прямом смысле слова, да, вам подарят цветы, которые обладают очень таким стойким запахом, а у вас окажется аллергия на этот запах, да, либо непереносимость именно этого запаха. Некоторые виды цветов могут такие запахи выделять. Будьте повнимательнее. И лучше, наверное, если вам такой букетик подарят, держите его где-нибудь на балконе, либо на открытом пространстве, да, где есть воздух. Да, цветы красивые, букет классный, но запах может навредить. И также букетами могут показывать предложения. Вам могут что-то предложить, а это будет с душком. То есть предложение, которое не стоит принимать, предложение, которое, допустим, недостойно вас. Да? Вот как-то так мне идет. Не все цветы хороши, не все букеты стоит принимать. Это вы должны знать. Может, лучше подождать других предложений, да? Либо, как я уже сказала, букет на балкон, на открытое пространство, где есть воздух, циркуляция воздуха, да? Чтобы вы случайно не отравились, либо вам дурно не стало от этого запаха. И еще, мои хорошие, вас предупреждают о каких-то задержках. Задержки, причем тут не одна, а несколько. Опять же, повлиять вы на это не можете. Все, что вы можете сделать, это просто подождать. Не нервничать, не переживать, не подгонять события. Все идет своим чередом. Если эти задержки у вас происходят, значит, так нужно. Да, значит, так нужно. Здесь нет какой-то чужой злой воли. Здесь нет желания вам что-то сорвать, саботировать, либо навредить. Как-то так должно произойти. Чем позже случатся эти события, либо произойдут эти ситуации, тем лучше для вас. То есть спешить не стоит. Чем позже, тем лучше. Запомните, пожалуйста. И не нервничайте, и все будет хорошо. Смотрите, вот здесь большая змея, и вы на ней сверху катаетесь, на большой змее с левой стороны. Это то, чего вы не ждете. Змея — это плохой человек, это недоброжелательница, скорее всего, женщина. Вы на нее, сверху сели, ножки свесили и давай на ней кататься. Большая змея, ну-ка покатай меня. Это будет большой неожиданностью не только для вас, но и для этой змеи. Ведь ей кажется, что она большая и сильная, и все должны ее бояться, да? Всех победит. Но на каждого сильного найдется еще более сильный. В данном случае это вы. Вы на змее верхом. Да, тут, конечно, адреналин будет через край, и эмоции на несколько дней вперед у вас будет. Но с другой стороны, вы делаете то, что считаете нужным, либо то, что считаете правильным. Надо укрощать таких обезумевших людей в своей агрессии, в своей злобе. Надо ставить их на свое место. У вас это здорово получится. Дальше. Женщина для мужчины что-то купила, либо будет покупать. Вы знаете, мужчина так будет рад. Даже дети новым игрушкам так не радуются, как будет рад этот мужчина. Девушки, если у вашего мужчины день рождения, либо это просто какой-то знакомый мужчина, у него день рождения, вы купили подарок, тут море радости, вы его таким никогда еще не видели. Он прям будет ходить, целовать вам ручки, восхищаться, благодарить. Тут самый счастливый мужчина в мире. А может быть, мужчина и вообще не ждет, что вы ему что-то подарите. Тут вы такая с подарочком. Подарите мужчине счастье. Также, если вы просто для мужчины что-то купили, будет самым счастливым, даже если вы ему банальный, не знаю, набор нижнего белья, либо этот набор для бритья. В общем, такое счастье вы такого давно не видели, вообще, в принципе, не видели, наверное. Мужчина готов вас, не знаю, на руках за это носить, и как ребенок себя ведет. Счастливый ребенок. Молодцы, девочки, молодцы, угодите. Либо мужчину жалко, да, что у него никогда подарков не было, что он так обрадуется. Так, вот здесь зонтик. Но зонтик слишком маленький. Под этот зонтик хотят все попасть. Зонтик — это защита, это покровительство, это какое-то заступничество. Слишком очень много людей толпится под этим маленьким крошечным зонтиком.
всем места не хватает. Поэтому позаботьтесь о дополнительной защите, либо с кем-то еще договоритесь, кто бы смог там за вас заступиться, либо покровительствовать вам. Это очень важно. Чем раньше вы это сделаете, тем будет лучше. Да, вы на кого-то рассчитываете, но у вас должен быть обязательно какой-то дополнительный, либо запасной вариант. Так, дальше. Женщина с перевернутой радостью. Из-за вас какая-то женщина будет не радоваться, а грустить. Вы станете причиной ее слез. Вы станете причиной ее недовольства. Как будто бы ей всю радость перевернули. Что-то вы такое сделали, либо сделаете, что ее действительно очень сильно опечалит. Эта женщина будет громко говорить, кричать, может быть, даже в вашу сторону. Может быть, за вашей спиной даже будет говорить, что вы ее радости лишили. Но вы все сделали правильно, либо, может быть, как бы не было другого варианта, да, и не надо себя ни в чем винить, и не позволяйте себя ни в чем винить. Это важно. Эта женщина слишком многого хотела, либо хотела за чужой счет свою радость получать, но не вышло. Дальше рог изобилия. Маленький, но есть. Это хороший знак. Даже маленький рог изобилия может все изменить и исправить. Но рог изобилия — это хороший момент, когда все, за что берете, все получается. Да? Вот мужчина может сказать, что а мне везет, а я счастливчик. Вот. До пятницы, он маленький, поэтому, наверное, до пятницы. Пользуйтесь, мужчины, все, что запланировали, все, что вам нужно сделать, серьезное, важное, судьбоносное, старайтесь сделать до пятницы. И да, время вас в данном случае подгоняет. Чем быстрее управитесь, тем эффективнее, лучше это все для вас обернется. Рог небольшой, он не безразмерный. С правой стороны. Здесь как встреча у вас. Встреча, которой вы очень обрадуетесь. Может быть, вы встретите человека, с кем давно не виделись. Может быть, вы сейчас кого-то разыскиваете, найти не можете, но вы встретите этого человека. Хороший очень момент, и встреча вам еще как-то на благо, на плюс пойдет. Да, вы обязательно с этим человеком обменяйтесь контактами, птицами обменяйтесь, потому что, скорее всего, то ли у вас неправильно записано, то ли у человека новый номер уже. Да, чтобы друг друга больше не терять. Какой-то непростой переход вас ждет. Переход через возвышенность какую-то. Долго по времени. Вы рассчитывали, скорее всего, как-то быстрее управиться, но вот долго по времени будет это все проходить. Дольше, чем хотелось бы. Но с другой стороны, переход у вас удачный, вы перейдете. Мужчина с рогами, ревнивец. Это какой-то ревнивец, прям горит негодованием, ревнует очень сильно. Вам кто-то может закатать сцену ревности, но это все будет подано под другим соусом. Допустим, человек может наехать на вас, там на работе начальник скажет: плохо работаешь, там опаздываешь, а вы там и не опоздали вовсе. Тот, кто будет ругаться, вот мужчина будет ругаться на вас, причина ревность, очень сильно ревнует. Да, ваш может там пристать к вам с какой-то бедой, там не то сделала, там борщ невкусный, еще что-то. Это все из-за ревности. У него несколько раз такое может проявиться. Но опять же, ревность такая вещь коварная, с ней очень сложно справиться. Да, мужчина может и не признаваться в своих чувствах, но дико вас ревновать. Вот прям кто с вами будет ругаться, либо кто попытается вас в чем-то обвинить, либо там ссору затеет из мужчин, эти люди вас очень сильно ревнуют. Действительно, ревность идет. Влюблены и ревнуют очень сильно. Так, вижу вас в очень красивом наряде. Красивое платье. Что это на вас? Может, юбка какая-то, сарафан, может быть. Вещь просто шикарная. На вас сидит идеально. Но есть одно но. Женщины, которые вас окружают. Для кого-то это будет просто удар. Да? Удар, который не позволит стоять на ногах.
Зависть очень сильная может пойти, из глаз может пойти. Вы, пожалуйста, свое платье, либо сарафан, либо вот, ну, как юбочка очень длинная такая, да, может там топик, юбочка. Украшайте чем-нибудь, какими-то яркими аксессуарами, чтобы вас, не дай бог, не сглазили. Нет, ну завидовать по-любому будут, да, потому что такой фигуры, как у вас, нет, потому что такого вкуса, стиля нет, как у вас. Но вот какой-то аксессуар обязательно. Может быть, там ободок на голову, может быть, какие-то бусы. Ну вот что-то придумайте, да, чтобы с глаз на вас не лег. Ну, либо когда вы эту вещь оденете, да, вот домой придете, обязательно солевую чистку сделайте. Потому что здесь женщина прям стоять не может, у нее рот прям открылся, прям почти до колена упал. И у нее ноги подкашиваются. Настолько вот сильно впечатлится вами, ну, насколько вы ей покажетесь красивой в этом наряде. С глаз, может пойти с глаз. Ну, конечно, зависть. Куда ж без нее, куда без зависти деваться. Дальше, мои хорошие, показаны двери. Одна дверь закрыта, вторая открыта. Либо это намек на то, что когда одни двери закрываются, другие открываются, либо если закрыто в одном месте, ищите в другом месте, там будет точно для вас открыто. Не стоит там отчаиваться, за голову хвататься и говорить, что все пропало, просто нужно поискать. Где-то будет закрыто, а где-то будет открыто. Либо после какого-то отказа появится новая возможность, причем ничем не хуже, а возможно даже гораздо лучше. Вот, не спешите расстраиваться. Что бы ни происходило, не спешите расстраиваться. Просто повнимательнее будьте. Для вас всегда вот найдется открытая дверь. Радуга. В чьем-то доме будет радуга. Праздник, веселье. Вас туда позовут, либо вы там будете желанным гостем. Обязательно идите, там что-то хорошее будет происходить. Очень положительное и эмоционально. Обязательно идите, не пропускайте. Дальше. Зуб, клык. Какой-то плохой человек зуб потеряет. Может быть, даже в прямом смысле слова. Да? У кого-то будет болеть зуб, и, возможно, будет удаление. Ну, либо лечение, удаление. И вот это как метка на этого человека, что человек плохой. Проблемы с зубами, проблемы с тем, что человек лишается своей силы, лишается своих возможностей. Ну, здесь именно с левой стороны. Возможно, кажется, что человек уже там все укоренился, а нетушки, да, зубик потеряет и силы лишится. Либо вы на человека думали хорошо, а кажется, что человек очень плохой. Да, просто повнимательнее будьте, в вашем окружении явно кто-то будет жаловаться на зубы, на зубную боль. И это прям маркер на этого человека, что человек не очень хорошие мысли имеет, да, либо человек способен на плохие поступки. И чтобы этого всего не произошло, его лишают силы вот через этот зуб. Дальше показано, что вам придется чего-то добиваться. Сначала вы птиц отпускаете, это может быть звонок, это может быть письменное обращение, а потом уже лично идете и будете разговаривать. Надо быть посмелее, поактивней и желательно знать свои права. Ну и обязанности тоже можно знать, нужно. Вот. Тут, знаете, как показано, трата времени. Если можно вопрос решить лично, то лучше пойти сразу лично. Так будет гораздо быстрее и эффективнее. А вот эта трата времени на созвон, на вот это всю писанину, да, это вот просто впустую. По телефону вам могут сказать «да-да-да», либо «нет-нет-нет», и как бы на этом все закончится. Да, и если где-то можно пойти лично, идите лично, не тратьте времени. Так у вас как эффективнее все получится, быстрее и эффективнее. Еще какой-то человек к вам тянется, но тянется он не просто так, или она. Здесь хотят к вам на спину взобраться, да, чтобы покататься на вас, как паразит какой-то, либо пиявка. Будьте повнимательнее. Не всем людям нужно помогать, и не всем, и не всегда. Зачем вам вот эта дополнительная нагрузка, либо зачем вам лишняя головная боль? Просто умейте говорить «нет», и это будет хорошо для вас, да, это будет вам во благо.
Прям человек тянется, тут прям могут и требовать, да, слезно умолять, либо прям требовать, что да, ты должна, помогай, делай. Но оно того не стоит. Так, еще показано, чтобы вы о ком-то не думали. Не думали, потому что там с человеком как вопрос уже решен. Человек, о ком вы думаете, вас то ли задел, то ли обидел, то ли как-то несправедливо с вами поступил. Показано, что вопрос уже решен. Уже решен. Вам не нужно об этом думать, уже об этом другие люди, либо сущности позаботились. Да? Вы об этом, пожалуйста, не думайте, не накручивайте себя, не доводите себя до какого-то болезненного состояния. Дальше. Еще здесь показана утка, которая плывет к вам, буквально уже подплывает. Это деньги, которые придут. Поступите с этими деньгами мудро, правильно и мудро. Это нужно делать. Так как вы до этого делали, это неправильно. Теперь попробуйте по-другому поступить. Утка подплывает, уже где-то рядышком находится. Так, еще показано с левой стороны, что какой-то человек прямо сам из себя будет выходить, чтобы привлечь ваше внимание. Возможно, как знакомство на улице, да, либо знакомство где-то. Прям приставать к вам может этот человек. Не думайте об этом человеке плохо. Это хороший человек. Просто либо очень сильно впечатлится вашей красотой, либо человек, ну, может быть, немножко в измененном сознании будет. Да? То, что бы трезвый себе не позволил, пьяненький, вот прям язык развяжется. Этот человек вас не обидит, нет. Но при этом я вот вижу, что человек хороший. Ну вот грубости не надо, наверное, либо какой-то жесткости не надо. Как-то надо по-доброму с этим человеком. Этот человек вам может еще пригодиться. Либо знакомство с этим человеком вам не раз может пригодиться в жизни. Как-то так показали. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.